Ну, спасибо. Я просто сейчас, Ливан, хочу передать слово тебе. И когда шло обсуждение, я читал Даура Зонтаря «Кремниевый скол». Там, кстати, Руслан тоже как один из героев. И о чем подумал вот советский период, борьба там, за идеологию, да? И наша вот элита, да, она была вот научная элита, общественная, да, они вот шли в самое древнее. Как раз, кстати, вот и историк возглавил Абхазское современное государство тоже, кстати, к слову, да. Вот, Ливан, хочу вот тебе передать слово. Вот, мне кажется, очень интересно у нас идет обсуждение. Да, спасибо, да. Ну, я больше, наверное, для зрителей скажу, чтобы понимать все процессы, которые происходят, надо брать контекст мировой первым долгом. Да, Ну, всегда. да, всегда. Вот сама теория идеологии, она появилась первый раз у Дестюта де Траи, да, Трасси, да, де Трасси. Это был философ, историк, который был приближен к Наполеону. И не напрасно в этот период это появилось, потому что де Трасси был приближен и к Наполеону, а мы знаем, что этот период, когда возникновение нации, да, мы называем, вот конец 18 века, начало 19-го, когда появились современные, так скажем, нации, когда нужна была новые подходы, новая, так скажем, уже идеология, это слово даже нужно было для того, чтобы быть посредником между правящим классом, народом, между классами, между сословиями и так далее. И идеология начала выполнять все эти функции. Да? И, соответственно, так можно сказать, что затем появились разные идеологии, такие мировые, либерализм, марксизм, так скажем, фашизм как идеология, религиозные разные течения, да. И все-таки, если сказать о том, что как мы должны вписаться в эту идеологию, на какую идеологию мы должны основываться, я бы сказал, что идеология в форме национальной идеи. Это та форма, так сказать, самовыражения наций и самосохранения наций. Идеология как национальная идея, она, я думаю, и привела к тому, что сталкиваются разные национальные идеи. На одной территории они могут столкнуться, на разных территориях. И та национальная идея, которая более обоснованная, более, так скажем, крепкая по фундаменту, крепкая по своим моральным качествам, морально-идеологическим качествам, та и побеждает. Это пример нашей войны. Вот все эти идеологии, у них один противник, один. Так называемый консюмеризм. Консюмеризм, это тоже французское слово, это тип культуры, где идеология – это потребление. Это жизнь ради живота. Вот все идеологии сталкиваются именно с консюмеризмом. До сердца не доходит. Да, то есть мы, с чем мы столкнулись и после войны тоже. И сегодня. Да, то есть это идеология, так скажем, живота, Желудка. потребления, потребительства, да, желудка. Вот. И, так скажем, всю нашу историю, независимость, суверенитет создала национальная идея, а ее разъедает вот эта идеология, это проблема мировая. Это не только у нас, мы сталкиваемся с этой проблемой. И поэтому
какую роль, вот я хочу, не буду повторяться, здесь все очень мне правильно говорили, я все-таки археолог, да, вот у историков есть это разделение, да, вещественные, вещественные вещи. То есть, с одной стороны, материальная сторона Это великая жизни, вещь. да, и какое оно значение имеет в жизни вообще нации, и как она должна быть представлена, да. Я хотел бы об этом поговорить, да. То есть, мне кажется, вот этот наши храмы, наши крепостя, наши здания и наши духовные центры, да, они должны быть материализованы. Да, они материализованы, но в каком они состоянии? Вот мое видение какое в этом отношении, да, мы за 30 лет, вот это вот то, о чем говорил Гурам, преемственность, государственную преемственность, которая у нас была материализована. Например, да, мы говорим о Накопийском, значит, комплексе. Там благодаря одному человеку, энтузиасту Алхасу Аргун, это Гиви Смыр, вот эти энтузиасты, они как бы вот реанимировали, они сегодня, если наши дети хотят увидеть что-то от Абхазского царства, должны подняться на Копию и увидеть материализованную вещь. Да? Что мы дальше должны делать? Помочь, во-первых, это должна быть не только на плечах энтузиастов, но и это должна быть государственная программа. А насколько она важна? Например, да, наш президент или официальное лицо может встретиться на Накопийской горе в памятнике 5-6 века с каким-нибудь дипломатом, с представителем место силы, знаешь? Да, место силы, и ты подчеркиваешь, вот видите, вот в этих стенах разговаривал сам Леон II. Здесь, значит, значит, происходили события мирового значения. На самом деле события Абхазского царства у стена Накопи — это значение мировое. В дальнейшем то, что мы говорим о, например, Лыхнинской поляне, это одна из самых, наверное, уникальных, где непосредственно там 700-800 лет правила, значит, династия, где здание стоит, которое мы не смогли восстановить за 30 лет. Ну, мы все восстанавливаем, реставрировать. Например, здание Дадьянов, оно в прекрасном состоянии в Зугдиде находится. Ну, у нас Дворец Дадьянов. Дворец Дадьянов, да. Ну, там исторически ему повезло, его не сожгли, но все равно, значит, возможность реставрации, проведения работ зданий для того, чтобы вот эту преемственность показать, да, потом дальше Сухумская крепость, где Килышбея, и могила Килышбея была, мы не смогли ее восстановить за 30 лет, могилу Килышбея, преемственность, да, и там еще такие есть связующие вещи, например, резиденция абхазских царей в Ачимчирах, там тоже резиденция была, которую также надо провести работы и восстанавливать. Были места, где, например, резиденция такая летняя была в Тхуарчалах, у абхазских на водах. То есть это все говорит о том, что мы по местам нашей исторической, значит, памяти можем материализовать и показать. Да? Вообще, как я вот ездил на Кипр, и меня приятно удивило, что, ну, в принципе, по всем маршрутам везде заходишь в музей. Музей икон, музей оружия, музей археологический, и все они посещаемые, и все они представлены материальным. Такой поток туристов. У нас тот же поток, но мы их не проводим через исторические, Да. А у нас есть что показывать. Один маршрут по дольменам. Дольменные, это мы знаем, старше египетских пирамид, так?
это дольменная культура, это величайшая культура народа. И то, что мы можем представить миру сегодня, это, безусловно, очень большая ценность. Надо сперва себе представить. Да, но я к Своим чему детям, говорю, что вот эта вот борьба, которая внутри нас происходит, ну что нас все-таки? Нас спасла национальная идея. Нас спасла национальная идея. И это не идея, это идея, как пламя, да, которое вот передавалось от поколения, факел, да, несли от поколения в поколение, вот передавалась эта национальная идея, и мы с этой национальной идеей должны пройти дальше, этот факел должны пронести. И она жизнится на нравственности, В первую очередь. на нравственности, да, на чести, достоинстве и культуре нашего народа, да, не на идее живота, как нам выжить, наполнить свой живот, продать свою землю, продать там и так далее участки. Всё И поэтому функция государственности, и вот я к чему сейчас хочу, то есть здесь государство как орган, да, вот я налогоплательщик, все мы налогоплательщики, мы платим налоги государству, да, мы содержим свое государство. А государство куда должно наши налоги направить? Наши деньги куда? Она должна направить... Здравоохранение, дети. Да, мы сейчас что должны, наша задача, да, обосновать в историческую науку, в изучении истории, в восстановлении наших материальных памятников. И все это возвращается, это инвестиции государства, возвращаются этому же государству в виде добропорядочных граждан. Выше подарка не может быть Да, государство. да, в добропорядочных граждан, воинов, людей, которые служат своему государству, людей, Никогда не которые предадут государству. не предадут государству. То есть как инвестиции государства в историческую науку в широком смысле этого слова, оно возвращается этому государству несколько раз выше, потому что вот все вы правильно говорили о том, что оно воспитывает. Оно воспитывает. Аслан, Да. как их деды воспитывали детей. Да. Вот так возвращается, если правильно. Правильно, но сегодня мы же понимаем, мы уже стали городской нацией. У нас мало кто, у нас функции школы, надо функции, вот я родитель новых технологий, дистанционного образования и так далее, но я всегда говорю, что функция учителей, центральный человек, он никуда не делся. Он должен измениться. Воспитательные экспериментально делать нужно. Да. Воспитательные функции учителя и у школы как воспитателя, оно должно... В Японии учитель это самый уважаемый человек. Да, и самый воспитатель. И когда наши учителя протестуют против новых технологий, я хочу объяснить, никуда роль учителя не денется. Она останется центральной. А технические возможности помогут учителю. Да? То есть вот функция воспитания и историческая наука в этом смысле, как воспитатель добропорядочных, храбрых, отважных людей, любящих свою родину, она играет центральную роль в этом. Поэтому мне кажется, что все, о чем мы говорили, это приведет к тому, что и привело до сих пор, я же говорю, как факел мы несли, привело к тому, что мы сохранили одну из самых уникальных культур. Да? То есть все в мире культуры уникальны, но те культуры, которые в таких, так скажем, сложнейших условиях выживания выжили, то есть они еще говорят о том, что насколько фундамент этих культур корни очень глубокие. Да. И поэтому, мне кажется, мы на правильном направлении. Только сегодня требования от нашего государства
Можно дальше продолжать комфортно, значит, разъезжать, там, ездить, машины себе дорогие покупать. Но должна быть статья расходов, археологические работы, Издание научных бюджеты, трудов, школы, издание научных трудов, учебники. И, потому что это бюджетное, если наше Подготовка государство учителей. не будет финансировать с государственного бюджета эти статьи расхода, которые кратно окупаются, просто кратно окупятся, нам дальше так, как бедные родственники научно-исследовательских институтов. Ничего не издают, я знаю хорошо, ничего не издают. Ничего не издают. Археологические работы с помощью российских коллег какие-то, Там две-три, это должна быть широкомасштабные. Мы теряем свое национальное достояние, сегодня черные копатели и так далее. То есть вот этот так Бизнес скажем, превратили. Бизнес. да. Даже это не превратили, это даже не бизнес. Даже Это воровство. Да. просто, да, это Я просто мы о чем говорим? О том, что сегодня те проблемы, которые у нас стоят, и сохранение ядра абхазской нации, сохранение монолита абхазской нации и его развитие, оно сыграло и играет всегда стабилизирующую роль на Кавказе. Если абхазская нация, даже при нашей малочисленности, мы всегда, так сказать, могли за свои интересы бороться и так далее, что привело в тяжелейшие времена, в эпоху Ельцина, когда вообще все налево, направо раздавалось, и абхазцы смогли сохраниться как государство, и мы сегодня союзники России. Мы сегодня здесь очень... Не наши союзники. Да, стоим, так сказать, крепко на ногах, и это все говорит о том, что вот этот факел, духовно-нравственный факел, наши старшие смогли передать нам, да, и мы можем дальше это передавать. Я сидел и думал, все это мы выросли. Сейчас последний из ушедших, молодые когда были, Махаджирство Георгия Алексеевича, вопрос этнокультурной истории абхазов и Налыпа. Вот эти книги подняли самосознание не только абхазского народа, но и на Кавказе. Да. И в результате этого что произошло? Вот мы фактически, по крайней мере, не только на бумаге, независимое абхазское государство. Дальше будем работать. Вот что делает наука. Очень хорошо. Может, потому ее не спонсируют. Боятся. Зейн Аслан очень хорошо сказал, Леван, слушай, люди будут служить государству, отдавать свои идеи, свой труд, свои понятия. Не будет, как говорится, кривых и хромых. Как это писали в 19 веке черкесов. Все люди без изъянов. Нормальные люди будут, понимаете? Красивая нация, вот что внутри в них эта красота была. Честь, Вот достоинство. почему жила Кавказ. Пожалуйста, Да. дополнение. Мне кажется, Кстати. очень такой эфир, где сразу были и вопросы, и ответы. Да, вот здесь просто это вот мы такую сейчас тему затронули, это очень многогранная, очень обширная. То есть она у нас запущенная. То есть мы обсуждение, оценки состояния Стесняюсь исторической говорить. науки Абхазии, в принципе, еще у нас такого нет. У нас есть такие концепции, исторических концепций, которые противоречат друг другу, но параллельно существуют, и параллельно у нас в нашей истории. Это отдельная тема, которая нас далеко ведет. Но я просто хотел бы, Слан, продолжение, то, что западноевропейские, исследования, которые идут. Есть другая сторона, очень интересная сторона, то, что сегодня за последние 10-15 лет созданы кавказоведческие научные центры практически по всему миру. В одной только Германии создано столько научных кавказоведческих центров, которых нет и в России, и на Кавказе.
в Японии, в Китае, В Японии в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Англии просто создаются, и государство финансирует создание таких научных кавказоведческих центров. Ну, это создается не только для того, что там, даже после развала Советского Союза, там Кавказ начал играть там определенную геополитическую роль, там и так далее, да, коммуникативные движения там. Но и еще, что здесь, да, вот чем больше исследования истории и культуры кавказских народов, когда я говорю кавказских народов, речь идет, говоря словами Сергея Рутюнова, известного исконно кавказских народов, да, вот это. Этнолога. Да, этнолог, известный этнолог советский, российский. Он внес, кстати, вот этот термин, не надо говорить кавказские народы, не все, исконно кавказские, ну это Абхазия, адыги, там чеченцы, ингуши, дагестанцы, да, вот эти, которые, значит, да, родились на Кавказе, ну остальные тоже кавказцы, но и вот они, исследования их истории, которые, значит, да, вот они открывают совершенно новые грани, да, вот в духовном развитии человечества, в нравственном развитии человечества, которое идет. Если мы создается, почему я сейчас, там создаются, нас исследуют, но мы, вот любой кавказский народ, если мы берем, да, далеко не будем, вот Абхазия, Черкесия, настолько Абхаз знает историю своего соседнего народа черкесов, других кавказских народов, и столько они знают нашу историю. Мы вот сейчас любого молодого человека или девушку, там, которая закончила школу или университет, спросишь по истории Франции, Англии, Германии, они прекрасно знают, ну, в школе не проходят, но они не знают наших соседних историй соседних народов. Историю Черкесии, историю там, Дагестана, Чечни, Осетии, историю Грузии надо знать, историю кавказских других народов, там, Азербайджана, Армении. Это потому что вот, все эти народы на протяжении тысячелетий мы были связаны. Это одна историко-культурная общность была. То есть наша тысячелетняя история тысячами нитей вот так взаимосвязаны. И они без знания истории своего соседнего народа, истории кавказских народов, не всегда будет история, наша история всегда ущербна будет. Всегда. Вот я хочу сейчас, чтобы для тех, которые нас слушают, тоже один пример я хочу привести. Но очень, я думаю, что мало это кто знает. Ну, между Абхазией и Грузией нередки были войны, да? Ну, были войны. Очень часто были. Ну, мирные отношения больше было. Конечно, если постоянно воевали бы, или бы их уничтожили, они нас уничтожили. И нам, и им Да. доставалось взаимно. Ну, были войны, как у всех соседних народов, это всегда бывает. Это в 1551 году, вот когда они напали на Абхазию, огромные войска пришли, вот здесь, значит, битва, 3 дня битва шла, на помощь пришли черкесские отряды во главе с князем Иналом. Это известная вещь. И 3 дня битва была, и на этой битве, значит, практически всех победили, убили, и потом горевестников послали в Грузию, чтобы больше своих не прислали. В этой битве был ранен князь, кабардинский князь Инал. Ну, его обратно. По пути, вот то из легенд, который существует, по пути он умирает. Его хоронят в Псху. Сейчас это его могила, сейчас одно из святых мест Абхазии, 7 святых, Инал-Уба. Это вот откуда это идет. Через 500 лет началась война. Грузия опять напала на Абхазию в 1992 году. Прибыли наши братья с Северного Кавказа на помощь. Министром обороны Абхазии стал султан Сосналиев. Очень символично. Прямой потомок по мужской линии князя Инала. Вы можете себе представить? Это прямой потомок того князя Инала, который 500 лет назад пришел на помощь Абхазии. История повторяется. История повторяется, понимаете? Это заложено. действительно так. И когда, кстати, он не говорил об этом только где-то вот в конце, когда вот уже я тоже не войны слышал, и так далее. А он прямой потомок. То есть история, вот это, мы настолько взаимосвязаны вот с кавказскими. Почему я хочу это? Почему? Потому что у нас сегодня очень многие люди, ну не только, вот, например, в Советском Союзе было такое, очень многие наши
деятели, там и чиновники, там и творческие люди говорили, мы часть грузинского культурного мира. Мы являемся частью грузинского культурного мира. Но сразу они получали отповедь от абхазской общественности, как мы не являемся частью грузинского культурного мира и так далее. Мы там кавказская. Но сегодня появляются все больше людей, которые говорят, мы часть русского культурного мира. Ну, понимаете, да, русские это наши союзники, наши там, да, вот, братья, мы всегда, значит, да, вместе находимся и так далее. Ну, слушайте, если мы часть русского культурного мира, с русскими мы соприкоснулись 150-200 лет назад. А как абхазская культура тысячелетняя? Куда мы ее денем? Мы что, отказываемся от своей истории, от своей культуры? Как такое вообще может быть, да? То есть, ну, это какой-то, да, нонсенс какой-то. Так не... Абхазия всегда являлась центром, значит, культурного мира Абхазии, потому что Абхазия разбросана по всему миру, да? То есть как мы их считаем? Являются они частью абхазского народа или не являются? Это такой мировоззренческий вопрос. Сегодня, значит, такой вот, если исходя из априори, если там по умолчанию, они не являются частью абхазского культурного мира. Мы их не воспринимаем как часть. А еще вопрос встает, где абхазский культурный мир больше сохранился? Здесь или там в диаспоре, который 150 лет? В диаспоре. Диаспоре. Еще другой вопрос. Когда вот исследования те кавказоведческие центры, которые сегодня исследуют народы Кавказа, особенно абхазов, черкесов, да, они, когда некоторые вот исследователи, которые приезжают сюда, они едут туда, в Турцию, в арабские страны, они сами говорят, там больше сохранены те традиции, обычаи, менталитет больше сохранен. Больше. А вот, вот Не наш, везде, в общем, вот свойственное, да, вот нашим народам, кавказским народам, это вот уважение к своим предкам. Да, вот, ну, это и глубина исторической памяти, да, которая фиксируется в генеалогиях. Там, да, мы же знаем, я, например, знаю 13 имен прадедов до 13-го поколения. А надо знать до 7, например. Это вот всех так, да, вот. И еще, значит, предания, исторические предания, да, они обусловили, да, формирование менталитета тех детей еще к истории. Учителя. Здесь как-то у нас немножко другое. Вот у них только это оставалось. У нас здесь какие-то были другие формы, допустим, а у них это оставалось, они больше сохранили. То есть, ну, здесь я еще говорю, что на самом еще деле, раз, да. это такая Нет, тема, во-первых, короче, мы... Я Здесь просто, Иван, если позволишь, я Да, тоже да. добавлю. То, что Единственное, что Гурам хочу сказал. сказать, что мы, конечно, будем продолжать этот диалог Да. с периодичностью. Это вы виноваты, что такую тему затронули. Вот, Тема нескончаемая. то, что история объясняет то, что происходит в современности. Однозначно. Вот ничего просто так бесследно не исчезает. Вот есть такое понятие комплементарности между народами. Это Гумилев, по-моему, ввел. Комплементарность действительно существует между народами. Есть народы, которые вот совместное проживание невозможно. Вот невозможно совместное проживание. Они вместе не могут жить. Это вот, пожалуйста, могут быть соседями. Могут быть дружить там соседями, но вместе не могут в одном доме жить не могут. Вот это пример, так сформировалось. Вот, допустим, Азербайджан, Армения. Ну, настолько у них это вот, ну, допустим, арабы, евреи. Они же родственный народ. У них предок один. Генетика одна. Они двоюродные братья. Но получается, что они вот нету комплементарности. А вот, допустим, если брать историю черкесов, парадоксально, но факт. 15 век считается золотым веком Черкесии. 15 век, когда они и на Кавказе черкесские князья доминировали, и на Ближнем Востоке, в египетском Амрусском Египте, они, короче, правили Египтом. Это золотой век. Пассионарный век. Да, это золотой век, он был короткий, но он был. Но как получилось так, что в 15 веке черкесы так стали сильны? Благодаря монголам. Потому что, как это ни странно, монголы очень жестко со многими народами поступили. Многих, как говорят, Крайне жестко. да, ига, говорят, 300-летняя. Но с черкесами у них была комплементарность. Это был народ воинов, и черкесы были народом воинов. И они поняли, что их нельзя сделать, как этих крестьян, там, брать с них подати, бесполезно их завоевать, их надо использовать как военную силу.
А черкесы так и так по всему миру предлагали свои воинские услуги. Им было, то есть, если им оказывали уважение, платили, статус какой-то давали, они с удовольствием служили, и многие военачальники монгольские Поднялись как. стали военачальниками, многие провинции монголы отдали черкесам. То есть это была нация, которая Они между даже ними была комплементарность. И они взаимовыгодное было сотрудничество. И в рамках Золотой Орды черкесы и экономически, и политически, и демографически они выросли. А потом, когда эта Орда распалась, они стали политической единицей. Я удивился, один наш сотрудник Кабардино-Балкарского университета поехал по распределению в Монголию. Когда он оттуда приехал, я просто вот поражался, он рассказывал, его на руках там носили, эти монголы. Вот они, не знаю почему, они ему столько уважения оказывали. Вот эта комплементарность есть между народами. И вот то, что касается, допустим, вот чеченцев и кабардинцев, допустим. Если бы не было у нас совместной борьбы с чеченцами против Тамерлана, против Золотой Орды, там, против монголов, всегда первыми приходили на помощь кабардинцам, черкесам, чеченцы. Когда была Кавказская война, когда Кабарда обезлюдила полностью, когда было 300 тысяч, осталось 30 тысяч, два волны было. Кто уходил или на Кубань черкесам независимым, или в Чечню. 2000 кабардинских семей переселилось в Чечню. Они их приняли как своих братьев. И даже сегодня, когда вот в интернете, межнациональные вот эти в интернете идут разлад, там друг друга оскорбляют и так далее, вы посмотрите комментарии чеченцев о черкесах и комментарии черкесов о чеченцах. Ни одного вы не найдете, где бы не было неуважения. Только уважение и взаимное восхищение. То есть ничего на пустом месте не появляется. Это все обусловлено нашей совместной многовековой борьбой за свою национальную независимость. И чеченцы один из немногих народов Кавказа, которые действительно это всегда независимо ставили во главу угла, и они готовы были любому народу соседнему помочь, когда вопрос стоял об общекавказских интересах, о общей национальной свободе. То есть это народ, который всегда общее ставил выше, чем частное. И я вот много таких случаев, когда вот Кабарда была, огромные войска были введены, со всех сторон она была заблокирована, 300 всадников чеченцев во главе с их известным предводителями. До сих пор русские военные не могут понять, как они туда прошли в Кабарду и как они оттуда ушли после всех этих боев. Это символически, да, 300 человек ничего не решает, но они это сделали, потому что они посчитали своим долгом, да. Вот это все, это объясняется нашей историей, нашей генами и многовековой историей. Поэтому ничего просто так не пропадает. И вот это надо знать нашу историю и передавать нашим потомкам. Взаимное уважение между народами. Мы должны знать, кто действительно наши братья, кто наши союзники, на кого можно надеяться, на кого нельзя надеяться. Если кто-то 300 лет не помогал когда-то нам в тяжелую минуту, он и сейчас не поможет. А тот, кто 500 лет назад помог, то есть мы должны понимать, кто наши действительные братья, союзники, на кого можно надеяться. А для этого, чтобы это понимать, надо знать историю и не обманываться. Не обманываться теми сегодняшними конъюнктурными какими-то моментами. Мне кажется, что сегодня молодежь, она ждет от нас вот этих не только направлений, в каком двигаться, но каких-то вещей практических, материальных, которых мы должны им передать. И я бы еще один просто маленький аспект, он вообще огромный аспект добавил, что в нашей традиции глубоко сидит и демократия, демократическое управление. И вообще малазийская, так скажем, древняя цивилизация, малазийская неолитическая, она и огромный ее ареал, он был на основе демократического устройства. И древние греки, и потом уже римляне, они основу своей демократии они взяли именно из малазийской культуры и демократии.
И много здесь, очень много чего можно сказать. У хаттов, скажем. Хатов, Кавказ. да, кавказцев, По большому счету, да. такие. Поэтому вот эти формы демократии, формы устройства государственного, демократического, Парламента. форма парламента и так далее, даже обращаясь к древности, казалось бы, да, но мы возвращаемся к современности. Настолько это современно, вот эта вот древность, настолько она современна сегодня, настолько это важно сегодня, потому что вот эти вот наше демократическое устройство, оно фактически является залогом нашего сохранения как нации. Почему? Потому что в демократии всегда разные точки зрения сосуществуют. В демократии Это невозможно. сосуществует, а для народа нельзя ошибаться. Если он выбрал одно, а это оказалось тупиковым, то это смертельно. А когда у малочисленного народа несколько взглядов, несколько направлений, как двигаться в экономике там, и так далее, то тогда шанс выживания намного выше. Поэтому я думаю, что вот все, о чем мы сегодня говорим, это вот там, так скажем, здесь Аслан, по-моему, говорил о том, что наши провидцы, мыслители, была, значит, задача у какой-то группы мыслителей древних, да, определять будущее в форме, так скажем, видения будущего, да, они говорили, но это было их проекты будущего, так скажем, сегодня на современный язык переводя. То есть все-таки нам наша задача высказывать вот эти проекты будущего, как они в той или иной ситуации нам вести себя, что нам ждать от новых технологий, что нам ждать от искусственного интеллекта и так далее. Мы должны это проговаривать, высказывать, и в этом, я думаю, мы будем полезны своему народу. Мне очень понравилось то, что Аслан и Ливан сказали. Нас кодировали в детстве. Вот сейчас я сидел, вспоминал свое детство. Ну, мои старшие невестки, они не знали русского языка совершенно. Ну, такие интересные вещи рассказывали, родовые и так далее. И до сих пор здесь сидит. Я был запрограммирован, понимаешь, на всю жизнь. Самое главное, ну не главное, один из главных вопросов для меня и для нас всех, наверное, вот эту культуру передать новому поколению, об этом говорить. Я всегда ругаюсь, но сейчас хочу быть немножко вежливым. У нас 2 телевидения. То, о чем мы говорим, я не слышу. Никогда. А людям это нужно как глоток воды в пустыне. Мы же, я с людьми общаюсь, знаю. Потом нам не стыдно ни перед чем. Старший брат, младший брат нету. Нет большого народа, нет малого народа. Народ есть народ, народ един. Он решает все. Была абсолютная демократия, понимаешь? Вот я, обычное право условно называют его. Но из этого права выросли все и парламенты, и республики, и страны, и государства. Да. Этот Джанашев был сын Симон Джанаша, академик, великолепно владел абхазским языком, академик грузинской ССР. Он говорит, у абхазцев такие традиции, разбирать дела. Лучшие представители Лиги наций завидовали им. Я думаю, почему это? Он сказал, я пацанам прочел это. Начал думать, какая-то статья родилась, понимаете, чтобы, а потом по этой статье 5 диссертаций защитили. Но это надо, чтобы народ знал, люди знали, а почему, а зачем. Есть очень грубое абхазское выражение, я не хочу говорить, о том, что интеллект от желудка вниз идет, он должен к сердцу идти. Мы как спрашиваем, что ты думаешь, о Гуяна, что твое сердце мыслит? Да. Мы должны очистить свой разум. И должно быть, как это, национальное самосознание превыше всего.
Я хочу поблагодарить вас и извиниться перед зрителями, что мы такую короткую беседу только сегодня провели. Но, не, на самом деле, потому что Мы можем продолжить, скажи. мы продолжим. И я хочу сразу попросить вас о том, чтобы мы с определенной периодичностью встречались. Ну, конкретную Чтобы тему мы- можно поднять. Чтобы вы находили время для того, чтобы приходить к нам на эфир, потому что это очень важно. Я даже не буду говорить интересно, очень важно то, что мы сегодня обсуждали и будем обсуждать да, дальше. Есть определенные тренды, поэтому я должен сказать, подписывайтесь на Апснахабар. Ну, это Это важно, комментируйте. Я единственное, что хочу добавить, часто нас комментируют наши соседи заингурские. Хотелось бы больше комментариев, больше интереса и еще от У наших... них кадровый потенциал большой. И- Нас и- мало, но мы все за равно три качество слова их лучше. можно похоронить, я отвечаю. Нет, проблем мы нет. никогда не... Иван, не На надо. уровне их опускаться. Не, мы не стоит. комментариями на комментарии не отвечаем. У нас есть гораздо более серьезное оружие. Это наши гости, которые говорят, опираясь на реальную историю, исторические факты. Поэтому спасибо еще раз за нашу беседу. Подписывайтесь. Абзирас.